Здравствуйте, в эфире новости. Начнем с краткого обзора событий. Яркий пример реализации задач президента. Наш корреспондент расскажет о работе Центра сердечно-сосудистой хирургии. Еще одна семья стала счастливее в Рамадан. Месяц чистых дел принес радость Тимурзиевым из Барсуки. 100-метровая башня ожидает посетителей. Сегодня экскурсия в музее бесплатно. Ингушетия принимает участие в 47 из 67 федеральных проектов, представленных в составе 12 нацпроектов. Они должны изменить разные сферы жизни россиян за 6 лет реализации. Буквально жизненно важные цели ставит нацпроект здравоохранения. Это совершенствование оказания медицинской помощи, подготовка специалистов и открытие оснащенных медобъектов. К таким можно отнести Центр сердечно-сосудистой хирургии, который был создан на базе Ингушской республиканской клинической больницы. О его возможностях подробно расскажет Зелимхан Калоев. Сегодня Зиаудин Дарбазанов начал делать первые шаги после сложной операции. Месяц назад он поступил с инсультом в отделение сосудистой неврологии. При обследовании пациента врачи также выявили сужение сонной артерии. Пришлось действовать решительно. Так, после хирургического вмешательства больному удалили 3-сантиметровую бляшку. Это жировое образование, которое со временем образуется на стенках артерии, снижая их проходимость и однажды может вообще прекратить ток крови. Выполняем эверсионную каротидную эндостерэктомию, хотя бляшка более 3 сантиметров мы решили сделать эверсионно, потому что бифуркация была низкая. Вот она бляшка. Сейчас она должна у нас сойти. Вот так. Ювелирная работа. Эта операция в руках опытных специалистов безопасна и, как правило, не сопровождается осложнениями. Теперь риск повторного инсульта снижен, а пациент уже на следующий день чувствует себя отлично. Пациентов с такими диагнозами врачи ставят на ноги всего за несколько дней. Нейрохирургическое отделение – одно из 4 на базе Центра сердечно-сосудистой хирургии. Здесь оказывают круглосуточную помощь, будь то консультация или же лечебная диагностика, как больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, так и с другими синдромами. С открытием регионального сосудистого центра стало возможным лечить данную категорию больных у нас в республике, в этом же отделении. Чем помогло это отделение? С тем, что здесь есть практически все методы обследования, которые есть за пределами нашей республики. Это то же самое дуплексное сканирование сосудов, это то же самое КТ с контрастом, который выявляет поражение сосудов. Раньше на такие условия никто и не рассчитывал. Старое отделение сердечно-сосудистой хирургии располагалось в приспособленных помещениях больницы. В нем было порядка 70 койко-мест. В новом центре их около 80. Новый центр сердечно-сосудистой хирургии открыли в январе этого года. С того самого момента жителям больше не приходится выезжать за пределы региона. Объект построен в рамках федеральной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. Его проектная стоимость составила порядка 46 миллионов рублей. Первый этаж центра отвели для приема пациентов. Здесь работают специалисты всех направлений. Мы их здесь принимаем. Есть все специалисты, кардиологи, неврологи по специальности, УЗИсты. У нас есть палата интенсивной терапии, если больной находится в крайне тяжелом состоянии. Делаем, если больной нуждается, проводим ангиографию. И по купированию состояния переводим его в профильное отделение. Если больной с ОКС, то в кардиологию. Если с ОНК, то есть инсультные больные, переводим в неврологическое отделение. Тем временем на операционном столе отделения рентген-хирургии новый пациент. Сюда поступают сразу после приемной. С помощью ангиографа исследуют сосуды пациента. Процедура безболезненна. С помощью специальной трубки окрашивают сосуды. И картина на мониторе вырисовывается как на масле. Мы ему провели коронарографию, увидели, что сосуды у него все проходимы, никаких проблем там нету.
да, сняли этот диагноз, острый коронарный синдром, то есть нестабильная стенокардия. И сейчас его отправим обратно. Вот если вы поставите, посмотрите сюда, то мы здесь все это увидим. Вот это получается, здесь сейчас я постараюсь вам все это показать. Можно я указку возьму? Ага. Вот наш катетер, да, вот он заводится через руку, и поэтому он вводится прямо в устье коронарной артерии. Вот уже начинается сама артерия, да, вы видите, и эта артерия участвует в кровоснабжении сердца. То есть вот мы вводим этот препарат, который окрашивает нам сосуды. Мы видим, что это, в частности, правая коронарная артерия, она проходима, без каких-то там поражений, без стенозов, без тромбирования. Лучше переоценить ситуацию, чем недооценить. Девиз врачей. В случае с этим пациентом специалистам понадобилось всего 15 минут для обследования. Диагноз – здоров. Вообще лазер хамханца почти что. Моки на веболож, я был дихожи, чтоб куда-то не ездить, то есть ахалч, дик бакержян. Для пациентов, которые перенесли инсульт, в центре открыт реабилитационный тренажерный зал. Магомед Исмурзиев в свои 84, несмотря на болезнь, регулярно совершает марш-броски на беговой дорожке. Тем более, если доктор прописал. К нам очень внимательно относятся и врачи, и персонал. Очень чисто, уютно. Доброжелательные люди здесь очень. Я вот неделю здесь, я чувствую себя значительно лучше, чем я сюда поступал. Так что я им очень благодарен. Я могу сравнить условия в этой больнице с другими, где мне пришлось побывать. Здесь значительно лучше. И обслуживание хорошее. Я очень доволен. Можно позаниматься, да? Да, это просто великолепно. Такие тренировки помогают быстрее реабилитировать пациента, ведь тренажеры воздействуют на все группы мышц. Занятия, естественно, проходят под наблюдением врачей. После инсульта у нас тоже, она была с левосторонним глубоким гемипарезом, но сейчас она у нас намного лучше, то есть она практически сама передвигается, сама себя обслуживает, ни в ком не нуждается. Есть, конечно, легкий такой гемипарез сохраняется, но тем не менее намного лучше, правда конечно, же? Да, конечно, намного лучше. Да. Либо занимается на лыжном тренажере и получает свое основное лечение. Кардиология, неврология, сосудистая хирургия и рентген-хирургия. Все это стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры для оказания медпомощи. Это одно из основных направлений нацпроекта здравоохранения, который успешно реализуется в регионе. Нацпроект здравоохранения – это не только современное медоборудование, но и увеличение числа врачей, а также самые комфортные условия для больных. В этом году в рамках проекта в селах Джайрах, Датых и Арамхи будут созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта. Головные боли, учащенное сердцебиение, сжимающие боли в области сердца. Все эти симптомы говорят о том, что самое время бить тревогу. Ошибочно полагать, что нарушения в работе сердца и сосудов связаны только с возрастом. Так что гипертонию, к примеру, можно сейчас встретить и у подростка, а значит и здоровье лучше беречь с молоду. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году специальной резолюции. Главная задача – обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные и леса. И во многом виной тому активная деятельность человека. Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете является охрана редких и исчезающих видов растений и животных, а также бережное отношение к природе. Каждый год праздник проходит под определенной темой, среди которых в разные годы были биоразнообразие и борьба с нищетой, вызовы для устойчивого развития, изменение климата и биологическое разнообразие, биоразнообразие лесов и многие другие. Другим темам широкую поддержку получила благотворительная акция, запущенная главой республики «Месяц чистых дел». За короткое время удалось помочь многим семьям, которые в силу разных причин оказались в сложной жизненной ситуации. С огромным желанием иметь свой дом многие годы живут Тимурзиевы из Барсуки. И в священный месяц они стали ближе к реализации своей мечты, благодаря содействию управления налоговой службы Ингушетии. Слово Тамаре Хашагульговой.
Флешмоб с говорящим названием «Месяц чистых дел» в самом разгаре. Желающих стать его участниками с каждым днем становится все больше. Сегодня к доброй традиции присоединились сотрудники Федеральной налоговой службы. Они решили помочь семье Тимурзеевых в строительстве дома. Этого дня семья Тимурзеевых ждала очень долго. Ютиться в вагончике им приходится уже 12 лет. Зимой в таких условиях жить трудно. Щитовой домик, продуваемый всеми ветрами, стоит на склоне холма. Из-за этого дети часто болеют. У старшей дочки Любы на этом фоне развились аденоиды. Щитовой домик комнате, кухни, спальница, кабир, цани, жуа, несколерсун. Та положение, он десешь, хикерсо, что он одехшен. На призыв помочь нуждающимся откликнулись практически все сотрудники налоговой службы. Пеноблоки, цемент, арматура для заливки фундамента, кровля и древесина. Такой приятный сюрприз ждал эту семью накануне вечером, когда они пришли домой. Сегодня довезли оставшуюся часть стройматериалов. Теперь в наличии у Тимурзеевых есть все, чтобы осуществить заветную мечту. Вдобавок ко всему благодетели вручили семье корзину со сладостями и фруктами и небольшую сумму денег для заливки фундамента. Налоговая служба в Республике Ингушетия собрала там определенное количество денег, чтобы ей помочь в строительстве дома. Собирали как руководители, так и простые рабочие. В общей сложности собрали около 200 тысяч и закупили материал. Мы надеемся, что работа уже, в принципе, она может быть уже начата. Люба и ее супруг работают, стараются обеспечить себя и 3 несовершеннолетних детей. Вырученные деньги уходят на необходимые ежедневные затраты, еду и одежду. Лишнего рубля, чтобы начать строить дом, не остается. Материал Больше всего предстоящим преобразованием рад Магомед. Он в семье самый старший, учится на отлично. Мальчик мечтает о своей отдельной комнате, которую не придется ни с кем делить. Тогда он сможет спокойно готовиться к урокам. Отдельный комната, заниматься футболе, Тимурзеевы планируют начать строительство уже после праздников, а сама благотворительная акция «Месяц чистых дел» продолжится до конца Рамадана. Присоединиться к ней может каждый желающий, неравнодушный к чужим бедам и проблемам. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Международный день защиты детей. Все желающие смогут посетить этнографический музей в Магасе абсолютно бесплатно с 10 до 22 часов. 1 июня в этнографическом музее, рассказывающем об истории ингушского народа, важных событиях, начиная с Средневековья и заканчивая нашим временем, состоится День открытых дверей. Напомню, что этнографический музей «Ингушская история» открыли в день торжеств по случаю празднования 1076-й годовщины Магаса в апреле текущего года в 100-метровой башне Согласия в столице республики. Международное агентство регистрации рекордов признало комплекс самым высоким музеем в мире. Министерство культуры Ингушетии приглашает творческие коллективы республики и сольных исполнителей принять участие в 4-м международном музыкальном чемпионате «Лазурная волна Сочи-2019», который пройдет с 14 по 18 июня в номинациях «Академический вокал», «Народный вокал», «Эстрадный вокал» и другие. К участию допускаются профессиональные исполнители, студенты музыкальных вузов и колледжей, учащиеся музыкальных школ и школ искусств, оркестры, ансамбли, хоровые коллективы и солисты, а также культурные досуговые центры высших учебных заведений, домов культуры, вокальных и инструментальных студий. Во всех выступлениях обязательно только живое звучание, продолжительность одного выступления в номинации «Вокал» не более 4 минут. Для участия в чемпионате необходимо прислать заявку не позднее 10 июня 2019 года. Телефон для связи с оргкомитетом конкурса 8-928-690-18-00. Более подробная информация на сайте Минкультуры Ингушетии. Это была вся информация к этому часу. Увидимся в 16:00.